На территории парка у нас установлено более 20 аттракционов, это механических, и 10 это статистических. Да? Как вы видите, здесь у нас все аттракционы у нас европейского происхождения, основная часть, и они все новые завода-производителей. Да? На территории парка у нас предусмотрены аттракционы как и для детей, но и для более старшей молодежи. Да? В процессе мы будем еще его устанавливать новые, модернизировать, может быть, менять, потому что со временем аттракционы все время меняются же, выходят какие-то более новые, какие-то более экстремальные. Это у нас тюбинговая горка. Летом можно будет на нем кататься на искусственном газоне, а зимой мы будем его утрамбовывать снегом, и как зимние горки будет функционировать. Здесь у нас вот юрта, она будет действовать как экспозона, музей, да, то есть внутри этой юрты будут установлены экраны, где будет рассказывать о культуре кыргызского народа, да. Размещены зоны. Это детские зоны, где можно родители с детьми прийти и пустить детей на зоны, получается, игровые площадки. Возле данной площадки будет размещен еще лабиринт. Это тоже как бы для детей, для младших, 6, может быть, 7 лет. Да? А здесь вот рядом, который вы видите площадку, здесь будет мини-футбольное поле, да, многофункциональное. Зимой он будет функционировать как ледовый каток. В центральной части, вот видите, это цирк Шапито. Около 800 квадратных метров. Цирк будет также круглогодичным. И циркачей мы приглашаем из-за рубежа. Это у нас, получается, русские горки Улан. Они самые большие в Центральной Азии. Высота, самая высокая точка 38 метров, а длина рельса составляет около 720 метров. Это один из самых экстремальных. То есть, если вы сами тоже видите масштаб, да, этого строения, то есть он в процессе еще установки. То есть это здесь еще будет подниматься высокая точка. Да, это вот шпиль, 7-е небо, высота его составляет 54 метра, рабочая высота 38 метров. То есть вот эти пальмы, которые находятся по углам данного аттракциона, ночью они светятся. У нас на территории еще будут установлены такие арки, так же, как мы вначале, как я говорил, туманообразователи, да, увлажнители воздуха, и будет установлено типа как в виде арок еще. Это у нас динопарк. Динопарк у нас будет механический, то есть они издают звуки, двигаются, то есть дети могут также как бы посмотреть на динозавров, да. В нижней части у нас находится аквазона. Аквазона у нас предусмотрена как и для детей, то есть это чтобы маленькие дети могли покупаться, ну и плюс еще водные горки для более старшей молодежи. Водные горки тоже бесплатные. В дальнейшем у нас планируется еще в нижней части в данной зоне установить более экстремальные еще аттракционы, да, для более взрослого контингента посетителей. Поэтому в будущем у нас планы как бы есть модернизировать, улучшать данный парк. Это у нас админкорпус. Администрация данного парка будет находиться на территории парка, чтобы контролировать весь процесс. Да? Данное здание тоже будет работать как админкорпус. То есть вся администрация парка будет находиться на территории парка, чтобы в любой момент решать какие-то вопросы и организационные моменты. Да? Для комфортного времяпровождения наших посетителей с нашей стороны разрабатывается приложение парка, сайт парка, где каждый желающий посетитель может зайти и онлайн зарегистрироваться ему в удобное для него время посещения, чтобы он с комфортом мог прийти и находиться на территории парка. В зависимости от посетителей, я думаю, данное количество будет регулироваться.
Так как парк является абсолютно бесплатным, и каждый желающий мог прокатиться на данных аттракционах, чтобы не возникало каких-то некомфортных моментов, для наших посетителей также будет предусмотрена онлайн-очередь на аттракционную. То есть он может заранее записаться и на вход на территорию парка, и на определенный аттракцион. Основная часть наших аттракционов из завода-изготовителя, из европейских стран, соответствует всем мировым стандартам безопасности, имеет сертификат соответствия от завода-производителя, а также дополнительно мы вызвали специалистов из-за рубежа, чтобы они провели повторную сертификацию данных аттракционов на территории ЕС. На территории парка будет высажено более 2000 деревьев, и засеянной площади газоном будет составлять около 60 тысяч квадратных метров. В парке будет создано более 300 рабочих мест. У нас на территории будет располагаться свой медпункт. Да, медпункт, своя охрана, служба охраны, которая будет контролировать правопорядок на территории парка. И также при входной зоне будет рассматриваться установление поста милиции для общественного порядка. Относительно сроков открытия у нас остались некоторые моменты по сертификации наших аттракционов, так как мы уделяем очень большое внимание к этому. Я думаю, после завершения этих процессов мы уже приступим к открытию данного парка.